Армысың қазақ, құрметті елім жерім қазағым деген тектілі қазағым. Сіздермен мына ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Себебі алдымыздағы 5 маусымда өздеріңіз білесіздер, референдум болатын. Алайда сол референдумды ғаламторда, басқа да СМИ ақпараттарында өзіміздің қазақ бауырлар қазақ тілінде ғана қазақ тіл мәселесінің мәртебесін көтереміз деп шулап жүргенін өздеріңіз білесіздер. Бірақ та осы референдумның әрбір заңдарының түбіне қарап жіті мән берсеңіздер екен. Себебі Қазақстанның Конституциясындағы ата заңның ішіндегі баптардың көбісі өзгертілу мәнісі болайын деп тұр. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезде билік басында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың уақытында болған жағымпаздар қазіргі кездің өзінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың маңайына үймелеуде. Нақты айтпақ сөзім, шындығында келгенде аты мен заты өзгергенмен нақты баяғы жемқор сол күйінде қалайын деп тұр. Бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, Конституциядағы, ата заңымыздағы заң баптарының өзгертілуі түбі Қазақстан халқына зардап тиюі мүмкін. Сол себепті заңгерлер болсын, арамыздағы мұғалімдер болсын, және де қарапайым халық болсын, барлығымыз бірігіп, осы референдумда қандай заңдар өзгертілейін деп жатыр, қандай заңдардың түбі қозғалайын деп жатыр, халыққа пайдалы қандай заңдар қосылып жатыр, соны жіті тексеріп, және де әрқайсымыз ауызбірлікпен осы референдумға мән беріп, сол заңдарда қандай мәтіндерді өзгертіліп жатқанын өте жіті мән беруіміз керек. Себебі ертең референдум өтіп кеткенде өзімізге пайдасы жоқ заңдарды қабылдап қойып, кейін өзіміз өкініп қалмайтындай жағдайға түсуіміз керек. Сол себепті сіздермен мына аудиозаписпен бөлісіп отырмын. Сіздерге өтініш, осы аудиозаписті ары қарай бөліссеңіздер екен. Саулеш, это референдум, это не просто выборы, это они преподносят, что участвуете в референдуме, участвуете, вот, по сути, просто у нас организация юридически занимается разбором вот этих вещей, мы сейчас как раз составляем петицию, я ее тоже буду опубликовывать, мы ее вот буквально вчера ночью текст прописывали, сегодня с утра подкорректировали уже как раз. И в петиции нужно будет отказаться и категорически запретить свои голоса использовать в данном референдуме, поскольку они как раз-таки хотят протащить законопроекты, которые будут лишать людей и права на собственность, и собственности самой. Это тоже не одно и то же. То есть они нам как говорят, что в этой новой конституции все земли будут и недра земли будут возвращены народу. Все права распоряжаться будет, все право собственности будет возвращено народу, принадлежать народу Казахстана. Это вот они так. А потом, и причем они вот в этих рекламах, в этих роликах, они не говорят о том, что третьим пунктом там идет, что а уже потом от лица народа все эти права будут переданы государству. Ну, то есть они хотят, чтобы мы добровольно подписались в том, что мы добровольно отказываемся от прав, передаем их государству. Это опять же чиновникам и олигархам. Вот. Плюс эта конституция новая, переписанная. Они же хотят переписать законы, там 36 пунктов. Вот. И они туда целую кучу зверства пытаются внести. То есть там будет, что семья, естественно, президента и экс-президента обладает неприкосновенностью, содержится за счет государства. То есть вы представляете, в каких масштабах мы их кормим? Добровольно. То есть если вы добровольно не просто подписались, а не дали ни согласия с этим, то значит, опять же, если вы не сказали о том, что вы не согласны, значит, вы по умолчанию согласились с этим. Вот. Плюс будут, естественно, вводиться различные дальнейшие всякие пандемические соглашения. То есть кто что хочет, тот и будет делать. Вот как сейчас, только будет еще хуже, потому что уже у них готов целый ряд законопроектов, ювенальная юстиция, сексуальный просвет в школах. То есть детей вообще будут просто брать под свой контроль, и там разврат полный, потому что там будет уже вмешательство в семью. Это тоже у нас вот месяц назад проходила встреча, приезжали многие из Казахстана, люди из Молдовы приезжали, у кого уже эти законопроекты приняты. Там вообще страшно. Там в этих страны, которые уже подписали, то, что сейчас нам дают подписывать, подмахивать, там различные эти, как их, турецкие протоколы, турецкие всякие соглашения,
стамбульские, господи, не турецкие, стамбульские протоколы и стамбульские конвенции, которые уже, например, Молдова подписала еще 10 лет назад. У нас сейчас это пытаются пропихивать. Так вот сейчас в Молдове ребенка могут забрать из семьи просто по одному анонимному звонку, не лишая вас родительских прав. То есть кто-нибудь позвонит анонимно, скажет, что у вас муж пристает к дочке. Просто, понимаете, вот придурок какой-нибудь. И, допустим, дочка пересмотрит мультиков каких-то и в школе нарисует бабочек. А бабочка у них, у психологов там как-то иначе трактуется, и все, они скажут, значит, да, значит, есть факт вот в семье вот таких вот штук. Ребенка могут спокойно изъять, и вы потом фиг что докажете. То есть это надо будет ходить, оббивать пороги, доказывать. И у них это сейчас реально работает в Молдове, то есть, ну, как бы это не голословно. Вот, то есть у нас сейчас то же самое будут пытаться вводить. Поэтому вот с этой вот фигней нужно обязательно это распространять. Я не знаю, вот я сообщение сейчас напишу, если есть возможность у вас, перешлите его дальше, это сообщение, пусть люди просто послушают то, что сейчас будет приниматься вот этой вот вот этим референдумом. И я многие вопросы сейчас не затрагиваю, потому что их там куча, то есть сейчас нам просто часа не хватит все это перечислять. Это самое основное. Сейчас, когда петиция будет готова, мы ее тоже будем распространять. Но по сути у нас очень многие люди сейчас прям пишут заявления и относят в различные вот эти выборные конторки и прям фиксируют факт, то есть они записывают на видео, что вот, пожалуйста, вот это вот мое требование, волеизъявление, что я запрещаю, я отзываю и запрещаю использовать данные, запрещаю использовать мое имя, фамилия, отчество, даже вот так лучше написать, не просто данные, потому что у человека имя, фамилия, отчество. Запрещаю использовать свое имя, фамилия, отчество вот в этом вообще в любом референдуме.